Сколько? Срок хранения какой? У нас вчерашний срок. Мы неделю, 2 недели, больше ясно. Демонстрация достижений в полевых условиях. Как отметили День поля в Ингушетии, расскажем в выпуске. Прорвался наружу. От взрыва бытового газа в Пседахе скончалась молодая женщина. Еще 2 человек пострадали. Неправильная эксплуатация, что и сказывается на характер плохого качества электроэнергии соседям. Не менее острые вопросы и безопасность эксплуатации энергооборудования. Сотрудники МРСК провели рейд в Насыр-Корте. Мы потомки участников дикой дивизии. Никогда не забудем сей беспримерный подвиг ингушей во славу российского отечества. Что не имя, то эпоха, не меньше. Герои отчизны от царской России до ее нынешних дней вспоминали на конференции в колледже Сунжи. Мухазов Далаков, команде Ингушского государственного университета. Бои насмех сегодня прошли в старом корпусе Ингушского госуниверситета. Финал республиканского КВН. Это новости 24. Добрый вечер. Янузбек Евкуров обсудил на встрече с ректором Булгарской исламской академии Рафиком Мухамедшиным и проректором Российского исламского университета Рустамом Нургалиевым возможность обучения ингушских студентов в этих вузах, а также вопросы повышения квалификации для богословов республики. Рафик Мухамедшин отметил, что главная задача академии – это социализация. На выходе студенты станут докторами исламских наук и кандидатами по философии, теологии или по истории. В этом году руководство Академии готово предоставить обучение, в том числе ингушским студентам. Янузбек Евкуров поблагодарил гостей за визит и выразил желание лично приехать в Академию, чтобы посетить лекции. Цитата. «Помимо студентов, если у вас есть форма обучения для богословов, нам бы хотелось отправить их к вам для повышения квалификации», заключил глава субъекта. Богословы Рафик Мухамедшин и Рустам Нургалиев прибыли в Ингушетию несколько дней назад. Они побывали в высших исламских учебных заведениях региона, где ознакомились с процессом обучения, обсудили возможности отбора студентов для дальнейшего обучения в вузах. Глава Ингушетии Янузбек Евкуров поручил возвести рядом со строящейся соборной мечетью в Магасе специальный павильон, который обеспечит места для совершения коллективных пятничных и таравих молитв. Об этом он заявил в рамках рабочей встречи с руководителем администрации главы Ингушетии Магометом Яндиевым, его заместителями и помощниками-советниками главы республики. Глава региона выразил неудовлетворенность работой мэрии города по отслеживанию демографической статистики столицы и поддержанию необходимого уровня социального обеспечения граждан. Дело в том, что городская мечеть уже не способна вместить всех прихожан на обязательную пятничную молитву. Неверующие вынуждены размещаться прямо на улице. В среднем еженедельная коллективная молитва сейчас собирает до 400 работающих в Магасе людей и жителей города. В связи с этим, а также по случаю приближения месяца Рамадан, предполагающего проведения ежевечерних служб, Янузбек Евкуров распорядился возвести павильон со всеми коммуникациями на территории, которая прилегает к стройплощадке соборной мечети. Таким образом, создать там необходимые условия для молитвы. Плоды полей на суд гостей в Ингушетии отметили начало весенне-полевых работ. Проще говоря, День поля. На праздник собрались сотни жителей. Для них здесь подготовили большую ярмарку, где были представлены продукты национального производства – молоко, мясо, фрукты. Здесь же для дегустации готовили блюда азиатской, кавказской кухни. Ну а атмосферу весеннего праздника создавали артисты эстрады. Во все это окунулась Индира Манкиева. Период весенне-полевых работ объявляется открытым. Новые сорта овощей и фруктов, новейшие технологии выращивания сельхозпродукции, сельскохозяйственная техника, научные открытия и выставка животноводства. Именно это все делает День поля уникальным событием для всех аграриев региона. Здесь развернуты десятки шатров, где продемонстрированы все достижения ингушских сельхозпредпринимателей. В Далаково у нас находится предприятие, которые специализируются на выращивании
саженцев плодовых и хвойных культур. Также мы занимаемся цветами. Вот мы привезли свою продукцию и частично и занимаемся переработкой. На ярмарке были представлены различные мясные продукции. Например, копчено-колбасные изделия Майсагов продукт уже успели занять свою нишу на продовольственном рынке, зарекомендовав себя как экологически чистый и качественный продукт. С 1992 года у нас есть заморозка, есть копченые изделия производим, полуфабрикаты. Василенко Владимир Николаевич. Сосиски, вареные колбасы. У нас разных видов где-то 15. Производим вареных колбас, копченое мясо, курдюк, индюшатину, курятину, утятину. Чистый горный мед. Продукция фермера из Галашки сразу приковывает взгляд. Как нам рассказали помощники фермера, этот мед по праву считается самым полезным. Труд пчел, оказывается, может вылечить от любых болезней. И никакое современное лекарство даже рядом не стоит. Вот, например, перга. Это переработанная пыльца, переработанная пчелами пыльца. Она уникальна по своим лечебным свойствам. Она лечит все буквально. Первое, что она делает, она повышает иммунитет. Даже те, которые у нас вот такие серьезные заболевания, как отсутствие иммунного дефицита и так далее, могут быть, вылечиться могут, если они будут принимать его продолжительное время. Всю продукцию, представленную на этой ярмарке, продают по заниженным ценам, что не может не радовать покупателей. Ну а самую большую гордость у жителей вызывает то, что это было выращено на нашей земле. А по признаниям самих аграриев, без поддержки государства здесь не обошлось. Государство, но отсутствует таган все ваше датсеры, хат эйч лилдер хамди, сдадал ваше датсер. Таган ведет, он это 45 голов здесь, он дуагандем, из них 15-16 дойных, да, так бычки едирона, так охоч дирона, мясо, молоко, сметана, творог, сыр, топленое масло, все у нас есть. Назрановский аграрный техникум также принял участие в ярмарке, так как именно это учреждение и готовит будущих сельхозпредпринимателей. В этом году у нас первый выпуск аграрников. В данный момент наши выпускники проходят производственную практику в саде «Гигант». И, значит, работодатели довольны нашими выпускниками. Что я хочу особо отметить, что наши специальности, они востребованы. Актуально, если выпускник имеет потом подтвержденную работу, то есть своей специальности. Ну и на этом фоне, конечно же, мы рекомендуем всем выбрать именно наш профиль. Поздравить аграриев с Днем поля прибыл и глава Республики Нузбекия Евкуров вместе с сенатором Биланом Хамчиевым и спикером Народного собрания Зелимханом Ивлоевым. Они обошли выставочные ряды и пообщались с предпринимателями. А сколько срок хранения какой? У нас вчерашний срок. Мы неделю, 2 недели, больше ясно. Да, видно? Пока гости обходят шатры, молодые люди соревнуются в спортивных состязаниях, армрестлинг, бег на ходулях. 60, 61, 62. Ну а далее приветственное слово главы региона и вручение наград заслуженным аграриям республики. Я хочу сегодня всех нас с вами поздравить с Днем поля. Только что была песня хорошая про то, как говорилось, что хлеб всему голова. Реально это так, реально хлеб всему голова. И мы с вами, конечно, должны максимально сделать так, чтобы мы выращивали и хлеб, и овощи, и фрукты, и делали с каждым днем все больше и больше своего производства нашей республики. Мы опять же понимаем, какое отношение должно быть к земле. Мы наглядно сегодня показываем хорошие результаты по всем направлениям. Да, можем говорить, что могли бы достигнуть еще большего, но тем не менее, буквально там 5 лет назад, 6, 8, 10 лет назад не было вообще близко того, что сегодня мы видим.
пылу с жару, вареным мясом, шашлыком, национальными лепешками всех гостей праздника угощают бесплатно. Настроение у всех участников и гостей самое, что называется, весеннее. После продолжительных пасмурных дней наконец-то выдалась теплая погода. Низира Манкеева, Рамзан Зурабов, Новости 24. На территории организации «Сад-гигант Ингушетия» начато строительство гостиничного комплекса с 10 номерами и рестораном для заказчиков продукции из других регионов. Янусбек Евкуров посетил садоводческое хозяйство и ознакомился с проектом. В настоящее время на объекте закончены земляные работы и закладывается фундамент под здание. Глава посетил рабочие цеха, оптово-распределительного центра производства, а также объехал сады. Руководитель сада-гиганта Бекхан Хамчиев рассказал о том, что в 2018 году количество ожидаемого урожая экспортной продукции составляет 18-20 тысяч тонн яблок. Кроме того, увеличится и производство фруктово-ягодной продукции, поставляемой на внутренний рынок. Свой визит на крупнейший в регионе агропромышленный комплекс Янусбек Евкуров завершил посещением нового здания администрации. Здесь в качестве почетного гостя он сделал запись в книге отзывов, где отметил значение производства для экономики республики и пожелал его дальнейшего успешного развития. С той стороны будет халдарерное здание вот такого же размера. Там будет наверху гостиница для машин, кто приезжает сюда. На первом этаже фирменный магазин и кафе такое. Да, рядом. И параллельно. Да. Вот она мечеть стоит, вот такая. Продолжаем выпуск. 1 человек погиб, 2 пострадали в результате несчастного случая в сельском поселении Псидах. Там вследствие утечки газа произошел взрыв. Все случилось поздно вечером. На месте происшествия проводится проверка. Лейла Гайсанова расскажет подробно. Это случилось после 10 часов вечера. Взрыв унес жизнь 28-летней Танзилы Султыговой. Он произошел так неожиданно, что даже предпринять какие-либо меры здесь просто не успели. В 22:30 поступило сообщение о том, что в сельском поселении по улице Фрунзе, Псидахи, произошло взрыв. На место прибытия пожарной расчеты спасателей по прибытии было установлено, что взрыв произошло в подвальном помещении в новостроящем доме. В результате взрыва пострадало 3 человека. Женщина скончалась уже после того, как была доставлена в Малгобекскую центральную больницу. Врачи боролись за ее жизнь несколько часов. Больная Султыгова Танзила Мехтиевна поступила с термическим ожогом пламени 100% площади, 3-4 степени ожоги. Состояние больной крайне тяжелое было. Она была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких. Ей была начата инфузионная терапия и лечение ожогового шока. Через 4 часа мы боролись за ее жизнь. Через 4 часа больная скончалась. Как предполагают сотрудники МЧС, 13-летний Багаудин Даурбеков вместе с тетей хотел спуститься в подвал, где уже скопился газ. И как только они подошли к двери, он включил зажигалку, и произошел взрыв. Порога настала. Зажигалку. Пламя хотело. Сейчас мальчик в стабильно тяжелом состоянии, находится в отделении реанимации. Второй больной Даурбеков Багаудин Ришатович, он также поступил с ней вместе, ему 13 лет. Состояние больного тяжелое, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Площадь ожога 60-65%, превалируют глубокие ожоги 3-4 степени. Сейчас мы боремся с ожоговым шоком с этим больным. Ведутся переговоры с московскими клиниками, ожоговыми центрами по поводу перевода больного после купирования ожогового шока в специализированные отделения. Еще один пострадавший отделался легкими ушибами. Его врачи сразу отпустили домой. Причина произошедшего взрыва пока неизвестна. Линия проложена в 1986 году, считается относительно новой, и техническое диагностирование труб компания «Газпром Межрегионгаз Назрань» провела в январе этого года. Но кто и каким образом подключен к линии, они, видимо, не проверяли. Даже после того, как трубу откопали и отсоединили, газ все еще сочится. И пока неизвестно, по какой причине это происходит. Обрезали от магистральной линии, но все равно туда, в эту трубу, который ввод, туда поступает газ.
и найти мы не можем. Со слов газовиков, у семьи не было необходимой документации и договора на техническое обслуживание, а подведенный к центральной линии газопровод не имеет к ним отношения. По их предварительной версии, это хлопок газовоздушной смеси. В настоящий момент проведено обследование места происшествия, установлены предварительные причины. По нашим данным, утечка произошла на подземном переходе к данному абоненту. Переход был построен с нарушением требований безопасности самостоятельно. Точное место утечки будет установлено после завершения земляных работ. Это не первый случай за этот год, когда из-за неосторожности и невнимательности жителей происходят несчастные случаи. Уже третий раз за последние 1,5 года. Для нашей республики это слишком часто. Связано это с тем, что люди самостоятельно обустраивают сети газораспределения, потребления без согласования с газораспределительной организацией, без каких-либо соблюдений требований безопасности. «Газпром», «Межрегионгаз» и сотрудники МЧС создали комиссии, которые будут вести расследование, но уже после окончания 3-дневного траура. Енча Далгеш Толдал Ахетамболп. Лейла Гайсанова, Сурхо Кусиев. Новости 24. Потребление электроэнергии, несвоевременная оплата, долги, бытовая ушлость, незаконное подключение и, как следствие, нарушение всех правил безопасности. Алгоритм горе-потребителей примерно одинаковый. От этой последовательности нерациональных действий страдает и платежеспособное население. Жители улицы Тумгоева в Насыркорте обратились к сотрудникам МРСК с жалобой на нестабильную подачу электроэнергии в их домах. Там накануне компетентные органы провели рейд. Все подробности у Микаила Тангиева. Сотрудники МРСК «Ингушэнерго» проводят очередной рейд по выявлению незаконных подключений к линиям электропередач, а также проверяют наличие задолженности у потребителей электроэнергии. Вот уже на протяжении многих лет сотрудники МРСК «Ингушэнерго» всеми силами ведут борьбу с жителями улицы Тумгоева административного округа Насыркорский. Дело в том, что многие из них незаконным путем подключаются к линиям электропередач, напрочь забывая о всех нормах безопасности. В первом же доме участники рейда выявили грубейшие нарушения при использовании электросетей. По данному факту выявлена безучетная электроэнергия, нарушая все правила и нормы, чердачный ввод, безучетное потребление. Также мы видим кабель сверху, трехфазное подключение, неправильная эксплуатация, что и сказывается на характер плохого качества электроэнергии соседям. Нарушение стабильной работы электролинии может повлечь за собой перегрузку трансформатора. Сотрудники МРСК решают тут же крайними методами закрыть вопрос и отрезают нарушителей от линии электропередач. Также оказалось, что хозяева дома не погасили задолженность за потребляемую электроэнергию в крупном размере. Полностью оплатить у них не было возможности, в связи с чем была взыскана часть суммы долга. А вот владелец дома напротив всегда старается вовремя оплачивать за свет и призывает к этому других. Оплачивать то, что Как отмечают сотрудники Назрановской электросетей, на сегодняшний день многие отказываются платить по счетам. Так, в ходе результатов этого рейда выяснилось, что всего лишь 10% людей, проживающие по этой улице, вовремя оплачивают потребляемую ими электроэнергию. Им лучше, когда мы приходим, оплачивать. Где-то примерно 10 тысяч, если у него есть. Если у него денег нет, хотя бы половину оплатить, через 2-3 дня полностью погасить долг. Но если человек не оплачивает 1 месяц, 2 месяца, полгода не оплачивает, это же ненормально. Одним отключением от сетей за незаконное потребление электроэнергии дело не обойдется. Нарушителям придется отвечать по всей строгости закона. И вначале будет составлен административный акт, после которого они будут уведомлены о соответствующем нарушении с требованием оплатить задолженность в течение 10 дней. Если за этот период они не оплачивают, нам приходится подготовить материал и передать в суд. И там уже выносится судебное решение, и по решению суда уже мы взыскиваем эти деньги с любого ихнего расчетного счета. Представители филиала МРСК Северного Кавказа призывают не доводить ситуацию до крайности и своевременно оплачивать счета за потребляемую электроэнергию. Микаил Тангиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.
Противодействие терроризму – задача не только спецслужб. Они будут практически бессильны при отсутствии поддержки со стороны общества. И здесь простым жителям помогут обычная смекалка и внимание. Надо проявлять бдительность, не лезть в смутные сети интернет-пространства, не искать приключений в поисках лучшей жизни из-за сомнительной идеи. Об этом говорили в Назрановском доме культуры. Там прошло мероприятие по противодействию экстремизму. Репортаж Жаридат Халухоевой. Взрыв на остановке, захват заложников, многочисленные жертвы после взорвавшейся бомбы, которую подложил неизвестный. Это не сюжет фильма, а реальность, от которой не застрахован никто. Как противостоять терроризму, чтобы подрастающее поколение не отстаивало неправомерные идеи экстремизма? Вопрос, который волнует не одно поколение. Сегодня он звучит и в актовом зале Назрановского дома культуры. Эта проблема объединила всех, ведь только общими усилиями можно победить это зло. Идеологи экстремизма заставят страдать тебя вместе с тобой и твоих близких. Неужели кому-то хочется так жить? Чаще всего жертвами террористов и одновременно живым орудием в их руках становятся именно молодые ребята. Вербовка через интернет – главная тема беседы. Богослов Ахмед Сагов напоминает, что начинать нужно с самого малого и при этом самого трудного – саморазвития и самовоспитания. Он объясняет, что терроризм и религия в корне отличающиеся друг от друга понятия, так как невозможно даже предположить, что человек, осознавший истинные моральные принципы, может стать сторонником жестокости. بصوا حارب يمشي جوه دار شيء منهج لازم ليش حدث بصوا حارب مشان حارب يعني في يعني شو الزبي حارب ده الوزي حارب ده والله تتقول حارب ده الدواش بس حمسة الله داو إنترنت قليل تليفون قليل سجى حم الله إذا حارب ده في سجى ده حارب جت جوالي حارب يا حم لا جال بتاليه ديال يزور خود سجى ديال نهار قول سجى دائما يشوط وانو سجى عندهم دом جيش كان سجى ديالهم. У интернета, по мнению собравшихся, больше минусов, чем плюсов. Искать ответы на интересующие молодежь вопросы во всемирной паутине нет никакой необходимости. Пользователи соцсетей должны в первую очередь понимать, что и кому они пишут. Сотрудники МВД на примерах рассказывают собравшимся, чем могут обернуться необдуманные комментарии экстремистского характера, оставленные в социальной сети. О терроризме присутствующим не только рассказывают, но и показывают. Актеры драмтеатра представили зрителям мини-спектакль. Это представление заставляет задуматься о том, можно ли найти счастье в экстремизме и терроризме, а также позволяет прочувствовать боль матери, потерявшей единственного сына, который пошел по неправильному пути. Если бы я находился бы в этом в реальности, если это было бы реально, то я вспоминал бы одну вещь – свою мать. Так как я вспоминал бы, как я ее опрокинул ее, вспоминал бы ее слезы, вспоминал бы ее слова. В самый тяжелый момент для нас, для молодежи, любой амхаштя, мы вспоминаем вот эти советы родителей. И что бы ни случилось со временем, это наша реальная жизнь, со временем мы понимаем, что это советы, которые они нам давали, они были правильными. О последствиях влияния чужих, совершенно незнакомых людей и о вреде терроризма школьники знают и отлично понимают, что эта проблема очень серьезная. Как по мне, не стоит доверять любым сетям, логинам, переходить на какие-то недоверчивые сайты. Терроризм надо всем бороться. Это очень плохо для всех людей. Сформировать у молодежи представление о терроризме и воспитать протест против насилия. Вот главная цель таких мероприятий, по мнению собравшихся. Ее организаторами выступила администрация города Назрань.
Мы привлекаем молодежь, объясняем, что правильно, что неправильно, призываем нашу молодежь, чтобы они получали бы знания, правильное знание, чтобы никто и никогда не смог бы их запутать и сбить с истинного пути. В этой связи мы часто проводим мероприятия и в учебных заведениях, выезжаем. А сегодня решили здесь, на территории Дома культуры города Назрань, собрать их и показать им что-то интересное, чтобы им понравилось бы, чтобы такие мероприятия не были бы скучными. Терроризма нет религии, нет национальности. Такая беда может прийти в любой дом. Главное не позволить проблеме 21 века поглотить разум ребенка и испортить жизнь себе и другим. Жирайдат Халухоева, Адам Далаков, Новости 24. Это еще не все новости. После короткой паузы вы увидите. Героев отчизны от царской России до ее нынешних дней вспоминали на конференции в колледже Сунжи. Бои насмех сегодня прошли в старом корпусе Ингушского госуниверситета. Финал республиканского КВН. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Вико, пить, наследника родить. Поздравляю, папаша, мальчик у вас. Эй, Вико, живи легко. Эй. Ингушетия принимает участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД», приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа. В республике она проходит уже в 5-й раз при поддержке Фонда социально-культурных инициатив. В период проведения акции особое внимание будет направлено на информирование населения об этом заболевании и предоставление бесплатного анонимного тестирования для жителей. Ключевым мероприятием акции станет Всероссийский открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе», который 17 мая будет транслироваться во всех образовательных учреждениях страны, в соцсетях, а также на сайте Фонда социально-культурных инициатив. Настоящие герои в истории России. Проследить биографии выдающихся личностей, напомнить о судьбах отважных людей, чьи подвиги навсегда изменили ход событий. Именно с такой целью была организована конференция в гуманитарном колледже в Сунже. Укуров, Базоркин, Асканов, Тутаева – ингушские фамилии, которые должны быть у всех на устах. Представленные студентами работы сотрудники НИИ отмечали по 2 критериям – актуальность и новизна. Дана Плиева расскажет об этом подробно. Не знаю страха, не боится пуля, на среду атака, храбрый мир чули. Рыцари чести и долга. Именно так называла русская печать всадников легендарной дикой дивизии, организованной Николаем II в 1914 году. В Кавказскую туземную дивизию входило 6 полков, и ингушский представляло около 650 человек, из них 22 офицера. В дни знаменитого летнего брусиловского прорыва офицеры и всадники ингушского конного полка покрыли себя неувидаемой славой, атаковав непобедимую железную кавалерию Гитлера, сыграв большую роль в Первой мировой. Подробно об этом в своем докладе решила рассказать Мадина Хасбулатова. Мы потомки участников дикой дивизии. Никогда не забудем сей беспримерный подвиг ингушей во славу российского отечества. Свои доклады на конференции представили 11 студентов с 4 различных колледжей республики. Храбрых защитников ингушского народа, сражавшихся за защиту Российской империи, оказалось очень много. К примеру, Ибрагим Дарсигов подготовил доклад о генерале-майоре царской армии Сосланбеке Бекбузарове. Как отметил сам студент, он долго выбирал, кого из 5 генералов ингушей царской армии выбрать – Нальгиева, Базоркина, Укурова, Мальцагова и Бекбузарова. Ведь каждый из них – пример для всего подрастающего поколения республики. Они хотели много знать. То есть Бекбузаров Сосланбек, когда он начал учиться, он изучал 4 языка. Он изучал многих философов. Среди них был и философ средневековья Макиавелли. Они начали изучать великих мыслителей, изучать ратное дело новыми технологиями. То, что для них это должно было быть интересно. Сегодня
наверное, не каждый ингуш хотя бы знает, кто такой Макиавелли. Хотя тогда многие люди, они читали их, изучали разные языки. Студенты рассказали о Мадгире Барханове, Сомбике Асканове, Асие Тутаевой. Многие из докладчиков коснулись темы героев современности. Для Ислама Джандыгова героем стал нынешний глава региона Юнусбек Евкуров. Студент подробно рассказал в своем докладе о жизни Юнусбека Бангиреевича. Особое внимание он уделил одному значимому периоду жизни главы. Марш-бросок на Приштину. Операция свободного батальона российских вооруженных сил, проходившая на территории Югославии в 1999 году. Целью российского батальона было взятие под контроль аэропорта Слатина для того, чтобы воспрепятствовать британским командованием нанести оттуда авиационные удары по городам Югославии. Это способствовало тому, что наша страна помогла избежать больших человеческих жертв этому государству. Судят ребят 4 членов жюри, в составе которых представители Тунжинской администрации и НИИ Чаха Ахриева. Критерии оценок, как и во всех конференциях, актуальность и новизна. Просто вот душа радуется, что у нас растет вот такая молодежь. И вот уже присматриваешься к ним и думаешь, ну, вот у него все-таки есть данные, ему бы наукой заниматься. А в науку сегодня должны идти перспективные, желающие, ищущие. И я думаю, в этом плане у нас есть такое здоровое, очень сильное и обнадеживающее подрастающее поколение. Открыт этот колледж всего 2 года назад. Сейчас в заведении обучается около 400 студентов различных направлений. Юристы, педагоги начальных классов, журналисты и другие специальности. Конференция здесь проводится впервые. Как отмечают сами организаторы, подобные мероприятия воспитывают то, что должно быть в каждом человеке, вне зависимости от профессии. Чувство гордости за свой народ, патриотизм. В этом мероприятии мы хотели сплотить студентов, нашу молодежь, для того, чтобы напомнить им о тех героях, о тех ингушах, которые, не жалея себя, проявляли мужество, доблесть и на фронтах, и в нашей обычной жизни. Все участники конференции получат сертификаты об участии, а занявших призовые места ждут подарки. Дана Плиева, Тимур Карахоев, Новости 24. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект об упрощении государственной регистрации лекарственных препаратов. Законопроект упрощает вопросы госрегистрации лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием, а также дает возможность иностранным производителям представлять копию решения проверяющего госоргана о проведении инспектирования, если у них нет заключения о соответствии необходимым требованиям. Проект, в свою очередь, наделяет Минздрав страны новыми полномочиями. Ведомство сможет приостанавливать их применение, если они причинили или могут причинить вред жизни и здоровью людей. Такую информацию ведомство будет передавать проверяющий орган. Снова в этом зале нет пустого места. Все по вине веселых и находчивых. В старом корпусе Ингушского госуниверситета прошел республиканский КВН. Встретились 5 команд. Все подробности смешных баталий, тонкости юмора и состав жюри в репортаже Наты Ивлоевой. Если смех продлевает жизнь, то присутствующие в этом зале проживут долгие годы. А все потому, что здесь проходит финал республиканского КВН. За победу сегодня боролись 5 команд. Команда из НГУ Black Lions выступает на сцене не в первый раз и является фаворитами конкурса. И не раз получали призовые места. Вот и сегодня ребята надеются на победу. Самцы, наш корабль тонет. Что нам делать? Дети мои, вы же ниндзя, а ниндзя всегда достойно встречали свою смерть. Вы же черепашки, а не какие-то там то есть букашки. Ведь только крысы бегут с корабля. Ну, сенсей, вы же и есть крыса. Удачи, лохи. Мы готовились приблизительно неделю, но не больше. Было очень интересно поучаствовать. Что я могу еще сказать? Наши соперники очень хорошо подготовились к этому мероприятию. Все было весело, интересно. Надеюсь, в дальнейшем также будет все хорошо. А вот как вы думаете, победите ли вы сегодня? Ну, не знаю. Потому что... Не любим гадать, конечно, но думаем, что мы сегодня победим. Там 70-30. Главная цель – рассмешить жюри, а эта задача не из легких, так как в этом статусе здесь сегодня всегда позитивные и веселые, обладающие хорошим чувством юмора Мухаш Ждалаков, Амир Цычоев, Алихан Аздоев и Магомед Балхаев. Так получилось, что недели 2 назад мне позвонили и сказали, что состоится КВН в данное сегодняшнее число, и сказали, что в состав жюри студенты выбрали меня среди других прочих. Было неожиданно и впервые в жизни, скажем так, участвовал в жюри.
В отличие от остальных команд, ребята из аграрного техникума на сцене КВН выступают впервые. Но несмотря на это, они решительно настроены на победу. А что он умеет? Он умеет петь. Тебе нравится? Я не могу понять, почему мой слуга похож на обгоревшую спичку. В зрительном зале обстановка еще более накаленная, чем на сцене. Болельщики буквально срывают себе голоса, чтобы поддержать свои команды, а КВНчики благодаря им чувствуют себя еще более уверенно. Поддержка командам была соответствующая их выступлению. Тут я болел и поддерживал свою команду. Это команда Ингушского госуниверситета. Я думаю, и жюри оценило их юмор. Мне больше понравилась команда НГУ, конечно, естественно. Почему? Ну, потому что наши ребята и, честно говоря, смешнее, там лучше все выступили. Ну и вот настал самый волнительный момент подведения итогов. Все 5 команд на сцене, и все они ждут, когда объявят победителя. И первое место достается команде Ингушского государственного университета. Аграрный техникум получил 2 место, ну а ребята из гуманитарного колледжа заняли 3. Удовольствие от сегодняшней игры получили не только зрители, но и участники. Победителей наградили кубками и грамотами. Ната Евлоева, Марбек Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.